по мотивам пьесы Дмитрия Евдокимова «Записки Освенцима». Жанр – психологический триллер. Театральный коллектив «Фарс». Каждого, в которых было самое необходимое. Документы, фотографии, деньги. И вещи, детские вещи, самые необходимые на первое время. Их загоняли в вагоны по 80 человек. Вагоны были деревянные, с большими дверьми. И на каждом можно было увидеть табличку: 20 человек или 40 голов скота. Велели брать с собой только ценные. Говорили, что переселяют, и они будут жить и работать на других землях. Было полное непонимание того, что происходит. Погода была пасмурной, над городом висели серые тучи. Шел дождь, дул несильный ветер, но его порывы подхватывали мелкие капли и швыряли прямо в лицо. От этого становилось как-то холодно и противно. Отовсюду доносились голоса, детские стоны, выстрелы. Было страшно, но страшно было не за свою жизнь. Была полная уверенность. Потерять своих близких сейчас значит больше никогда их не увидеть. В эти эшелоны люди попадали после облав, которые были так похожи друг на друга. Конечно, они будут сопротивляться, говорить, что у них все в порядке с документами. И достанут их показать. Эти документы полетят им в лицо. Эшелоны останавливались посреди поля, на маленькой платформе. Вокруг виднелись какие-то сараи, бесконечная линия колючей проволоки. Вновь прибывшие встречали офицеры лагеря и врачи. Они внимательно смотрели на новеньких, но в их глазах не было заинтересованности, лишь брезгливое отвращение к недочеловеку. Первым шагом станет деление на группы. Трудоспособных мужчин отведут направо, трудоспособных женщин налево. Остальных, стариков, детей и женщин с маленькими детьми, посадят в машины и куда-то увезут. После этого их поведут мыться. Сначала вода будет холодной, затем горячей и снова холодную. Фрицы любили так развлекаться.
опознавательный знак. Каждому был присвоен номер. После всех процедур их разместят в бараках. Трехэтажные деревянные нары. На одном уровне спало по 5-6 человек в жуткой тесноте. На нарах лежали матрасы, набитые соломой или просто соломой. Ветер продувал нары насквозь. Чтобы хоть как-то согреться, старались прижаться ближе друг к другу. Первую ночь многие не смогут уснуть и будут погружены в свои мысли. Разве так должна заканчиваться человеческая жизнь? Или это чья-то злая шутка? Не шутка ли такое? Подъем в 3 или 4 часа утра. Но они этого не знали. Каждый день хотелось умереть. Кто-то падал духом и не мог найти себе силы бороться. Кто-то потерял семью. Их практически не кормили. Утром давали травяной чай. Спустя неделю из человека они превращались. Подобие человека. Им практически не снились сны. Иногда им снился хлеб. Achtung! Ihr verdammten Kommunisten werdet sterben! Angriff! Feldwebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke! Ihr verdammten... Большую часть физиков занимали на работах на каменных карьерах, в лесу на заготовке дров. Труд был предварительный и тяжелый. Зачастую труд был бесполезен. Во время работы нельзя ни на минуту останавливаться. Движение должно быть без перерыва. За этим следили особые команды эсэсов. Они наблюдали, точнее издевались. Малейшее замешательство или промедление, привлекшее их внимание, незамедлительно каралось. Если кто-то упал, к нему нельзя было подойти во время работы. Но в лагерь должен вернуться столько, сколько ушло. И поэтому и без того обессиленные и изнуренные работой, они вынуждены были тащить его на себе. Обед привозили в солдатских термосах. Выдавали из одного котла и приходилось выстраиваться в одну колонну. Если станешь в начале, получишь воду. Если станешь в конце, можешь ничего не получить. А если встать в середины, можно получить хороший кусок брюквы или картошки.
долгих подсчетов выяснилось, что пропал один узник в мужском лагере и один узник в женском. После долгих подсчетов стало известно, что сбежала Маля со своим другом-поляком. Angriff! Ihr verdammten Kommunisten werdet sterben! Überprüfen Sie die Waffen! Sie dürfen nicht wieder blockieren! Feldwebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke! Ich gebe Ihnen Feuerschutz! Angriff! Ihr verdammten Kommunisten werdet sterben! Überprüfen Sie die Waffen! Sie dürfen nicht wieder blockieren! Feldwebel! Через 3 дня их поймали в Бельске. У них была форма СС и оружие. Их долго пытали, но они никого не выдали. — 21 августа избитую Малю привели в лагерь. Ее должны были повесить в присутствии других узников. Она знала это и знала, что ее друга уже повесили. В январе 1943 года меня зачислили в группу по разбору вещей Б-26 «Канада». Такое название она получила, потому что здесь было всего в избытке, так же, как в той стране. Вместе со мной была группа евреев, прибывших из Франции. Мы занимались разбором и сортировкой вещей. Вновь прибывших узников. Часть из нас разбирала, другая сортировала, а третья упаковывала для отправки в Германию. Каждый день уезжало по 6-7 вагонов. Старую одежду и обувь перерабатывали. Из волос изготавливали жесткую ткань и домашнюю обувь. Работа шла непрерывно, и днем, и ночью, и мы все не могли с ней справиться. Кругом лежали горы вещей, среди которых можно было найти много ценных. Деньги, драгоценности, золото. Люди думали, что их переселяют, так все говорили. Поэтому прятали деньги и драгоценности в одежде. Настоящей удачей для нас было найти кусочек черствого хлеба или другую еду. Однажды мне отмерили 30 ударов палкой за попытку пронести черный хлеб в бараке другим узникам. Один случай я не забуду никогда. В тот день мы работали с напарником. Мы с ним о чем-то говорили. Вдруг он замолчал. Я оглянулся и не узнал его. Он побледнел и был смертельно холодный. В руках он держал детское пальтишко, совсем крохотное. И начал трясти его, звать по имени. Он посмотрел на меня мертвыми глазами и сказал:
это пальто моей дочурки. Более опытные узники, пережившие не одну селекцию, учили новеньких хитростям. Когда о селекции узнавали заранее, в бараке наступало оживление. Все искали лезвия и иголки, кололи свои пальцы в надежде выдавить хоть каплю крови и подкрасить щеки, чтобы выглядеть более здоровыми и румяными. Всех выгоняли на Апельплац. Звучала команда раздеться, и они бегали по кругу перед Гесслером и врачами лагеря. Они только на взгляд определяли тех, кто не сможет дальше работать. Они выхватывали их из круга, записывали номер и отводили в сторону. Они смеялись, ставили подножки. И малейшие попытки споткнуться, твой номер запишут. Всех, чьи номера были записаны, отправляли в газовую камеру. За ними закрывалась железная дверь. Открывался маленький люк, куда пускали газ. Средний доход с одного узника составлял 1600 франков, с учетом личных вещей, зубов и волос. Простому немецкому солдату за вредность полагалось 10 сигарет, полкило копченой колбасы и литр шнапса. В мае 1943 года в лагерь прибыл врач Йозеф Менгель. Первым делом он остановил эпидемию тифа. Он отправил более 1000 цыган, среди которых нашли заражение, в газовую камеру. К концу 43-го снова вспышка эпидемии. На этот раз в газовую камеру отправилось 600 женщин. Конечно, он мог бы найти другой способ, если бы захотел, но он даже не пытался. Kinder, kommt zu mir! Йозеф Менгеле был безумно амбициозен и охотно брался за новые проекты. Его глаза горели при виде близнецов. Близнецов помещали в 14-м бараке, их лучше кормили. Его фантазия бурлила как вулкан. Остановиться сам он не смог бы никогда. Sehr gut. Менгеле ставил опыты над близнецами. Все это больше походило на пытки.
переливал кровь от одного к другому, вырезал отдельные органы. Но было интересно наблюдать на реакцию двух одинаковых организмов на одном и том же месте. Но этого ему было мало. У него возникла гипотеза, не сможет ли он поменять детям свой класс. Не сможет. Где-то глубоко в голове это представлялось ему благородной идеей. Он отобрал более 30 детей, ввел им инъекции красителя в глаза. Спустя какое-то время ослепших и ненужных детей отправили в газовую камеру. Следом Менгелю на глаза попались два близнеца. Два мальчика, как две капли воды, похожие друг на друга. Один из них хорошо пел, а у другого не было голоса. У Менгеля разгорелся интерес. Он не смог оставить это без внимания. Он вырезал им голосовые связки, чтобы посмотреть, в чем различие. При этом он был уверен в том, что он врач и ученый. В 1944 году немцы почуяли, что земля уходит из-под ног. Они стали тщательнее проверять нас при возвращении с работы. Участились проверки в бараках. Они боялись, что мы можем пронести оружие и устроить саботаж. Стали прилетать птички. Птичками называли советские самолеты,
бомбили заводы и прилегающие к лагерю территории. 17 января стало известно, что лагерь полностью ликвидируют. В этот же день лагерь покинул и врач Йозеф Менгеле. Пришел конец его бесконечным опытам. — 27 января, после продолжительного обстрела, отключили свет. Не стало воды. — 26 января стал исключительным днем. Грохот советской канонады не смолкал ни минуты. Ночью, когда все стихло, стало тревожно. Если фронт отступает, это значит, что фрицы могут вернуться. Эти мысли были невыносимы. На следующий день на горизонте появились фигуры в серых и белых одеждах. Это было в 5 часов вечера. Мы выбежали из бараков посмотреть, кто идет. Когда мы увидели солдат, пробил до жути холодный пот. Как будто тебя вырвали из кошмарного сна, но первое время ты не понимаешь, что это правда. Становилось еще страшнее от того, что ты знал, что это не сон. Ты жил реально в чьей-то бредовой, ожившей фантазии. Когда кругом царила смерть, ты выжил и должен жить. Спустя некоторое время, совсем небольшое, начинаешь привыкать есть хлеб, спать в нормальной постели, как ты налаживаешь жизнь. Но страх прячется в тебе. Вздрагиваешь от резкого шума, а детский крик неимоверно терзает душу. Хочется научиться радоваться, но как-то неловко, даже стыдно. Да и как можно радоваться тому, что ты выжил, а тысячи других остались там навсегда? Для этого, наверное, должна быть своя радость. Я никак не могу найти ее в себе. Но мы продолжаем жить, несмотря ни на что.